Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Городу Ашхабад исполнилось 143 года. Президент Туркменистана поздравил выпускников с последним звонком. В Туркменистане объявили отбор на учебу в Румынии и Китае и другие новости. Сегодня Ашхабаду исполнилось 143 года. По этому случаю национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов от имени Халк Маслахаты поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем города. Глубоко уважаемый президент Туркменистана от имени Халк Маслахаты Туркменистана сердечно поздравляю с Днем города Ашхабад. Желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в масштабной деятельности во имя развития главного города страны и отчизны в целом, говорится в послании. Президент Сердар Бердымухамедов поздравил выпускников школ, учителей средних школ и работников сферы образования с последним звонком. Глава государства выразил уверенность, что торжества по случаю праздника вдохновят молодежь на новые большие достижения. Министерство образования Туркменистана объявило о начале приема документов для отбора граждан страны на обучение в высших учебных заведениях Румынии и Китайской Народной Республики в 2024-2025 учебном году. С 29 мая по 7 июня в Туркменском государственном университете имени Махтум-Кули будет проходить прием заявлений и документов от желающих поступить на программы бакалавриата и магистратуры в вузы Румынии, а также на программы бакалавриата в университеты КНР. Ашхабад объявлен городом новых спортивных возможностей Содружества независимых государств. Такое решение было принято в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, состоявшегося 24 мая. В умном городе Аркадак с 5 по 6 июня пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная энергетическим перспективам, новым технологиям и экологическим аспектам разработки углеводородных месторождений. На форум съедутся ведущие эксперты нефтегазовой индустрии, ученые и представители международных организаций. Неделя турецкой кухни была отмечена в резиденции посла Турецкой Республики в Ашхабаде. В ходе торжественного приема по этому случаю была презентована кухня Эгейского региона. Перед гостями выступил посол Ахмед Демирок, который напомнил, что проект недели турецкой кухни был запущен первой леди Эмине Эрдоган, чтобы популяризировать богатство турецкого кулинарного разнообразия. Под ее руководством была выпущена гастрономическая книга под названием «Турецкая кухня с рецептами, неподвластными времени». С июля 2024 года все новые легковые автомобили, легкие грузовики и фургоны, продаваемые в Европейском Союзе, будут обязаны иметь в своем оснащении черные ящики. Эти устройства призваны помочь разобраться в причинах ДТП, сохраняя важную информацию о событиях, предшествующих и следующих за аварией. В отличие от бортовых самописцев, черные ящики в автомобилях не будут записывать звук. Японский робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, продемонстрировав феноменальную скорость – 0,305 секунды. Это достижение, зафиксированное в книге рекордов Гиннесса, почти в 10 раз превосходит скорость самого быстрого человека. Секрет успеха таится в хитроумной конструкции робота. Он оснащен набором взаимосвязанных двигателей, которые с молниеносной точностью манипулируют элементами головоломки. 3 спортсмена будут представлять Туркменистан в Бангкоке на вторых Всемирных олимпийских квалификационных соревнованиях по боксу. Отборочный турнир в столице Таиланда собрал 579 боксеров из 133 стран, которые разыграют 51 квоту в 7 мужских и 6 женских весовых категориях на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Вторые Всемирные олимпийские квалификационные соревнования в Бангкоке – это последняя возможность для боксеров заработать квоты на Олимпийские игры этого года в Париже. Барселона на своем официальном сайте объявила об увольнении Хави с поста главного тренера команды по окончании сезона. Барселона хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и пожелать ему удачи в дальнейшем. В это воскресенье в Севилье Хави проведет свой последний матч в качестве главного тренера первой команды Барселоны, гласит сообщение клуба. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.